Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня с вами я, Мама Гуля. Сегодня у нас вторник, 23 марта. Март заканчивается. Вчера только снег немножко начал таять, а сегодня опять идет снег. Мне говорили мои подписчики, что надо елку убирать и с окна надо снимать новогодние игрушки. Новогодние игрушки я убрала, а все равно на улице снег. Наверное, будет в этом году весна поздняя. Наверное, весна хочет, чтобы мы подольше отдыхали, поэтому немножко задерживается. Но ничего, самое главное нам надо здоровье. Остальные все сделаем потихоньку. Не хочу я сегодня на улице работать. Все равно идет снег. Мои родственники хорошо мне помогли. Спасибо им большое и здоровья желаю. И вам, мои хорошие. Всем желаю здоровья. Спасибо вам, что вы меня всегда поддерживаете. Пишите красивые комментарии. Я прямо наслаждаюсь. Спасибо, что вы меня поздравляете с юбилеем. У нас с вами 55 тысяч подписчиков. Мне это очень приятно. Это, мои хорошие, благодаря вам. У меня столько подписчиков. Поэтому не болейте. Живите радостно. Пусть у вас будет в жизни только все хорошее. И здоровье в придачу. Многие у меня спрашивают, как здоровье мое после прививки. Спасибо вам большое, что интересуетесь. Я чувствую себя хорошо. После первой прививки я заболела. Поэтому мне дали метадот на 10 дней. И я вчера прочитала, что после болезни надо отдыхать 60 дней до второй прививки. И я прислушиваюсь. Я буду тогда делать в конце апреля вторую прививку. Еще вы спрашиваете, как здоровье моей младшей сестренки, которая живет в Наваи. Спасибо вам большое. Лечится. Пока так же, скоро томографию пройдет. Сама переживаю. Надеюсь, все будет хорошо. Мальчики мои учатся, с ними тоже все хорошо. Слава Всевышнему. Поздравляю вас всех с праздником Навруза. Тоже очень хороший праздник. Желаю вам самое главное здоровья, удачи, много-много счастливых дней, большой любви. Сегодня мне захотелось показать вам, как я пеку блины из овсяной крупы. Многие, наверное, знаете, я знаю, что среди моих подписчиков и зрителей очень много знающих. Что-то вы у меня берете, а многое я у вас беру. Вы тоже мне пишите в комментариях, и мне тоже очень интересно. Я многое записываю. У меня есть большой блокнот. Мне очень приятно, стараюсь тоже по вашим рецептам готовить что-то. Из овсяной крупы можно и оладьи готовить, и блины готовить. У меня овсяной только крупы нету дома. Закончились. И я беру 4 злака. Только не думайте, что это реклама. 4 злака, здесь овес, пшеница, ячмень и рожь. Здесь 400 грамм. Для моей семьи это очень хорошо. У меня есть блендер. Насыпаю сюда крупу. И перемолим. Вот крупа какая. Как мука. Я сделаю из 400 грамм. А кому надо мало, можете из 200 грамм.
Вот и все. Моя мука готова. Сюда кладу чайные ложки соли, чайные ложки сухих дрожжей, 2 яйца куриных. Добавляем еще 4 столовые ложки муки. Кладу сюда пока 300 миллилитров воды. Тщательно перемешиваем. Вода теплая, не горячая и не холодная. Кладем еще 200 миллилитров. Общей сложности пол-литра воды. Вот наше тесто для блинов или для оладий. Давайте мы сегодня будем печь оладьи. Все это перемешали. Сейчас мы тесто накрываем и поставим наше тесто на целый час. Я не могу сказать, что вам такие оладушки понравятся, но стоит попробовать. Это все диетическое. Опять идет снег. Отвезла я сейчас внука в школу, младшенького. Вечером, наверное, выйду своими мальчиками немножко кидать снег. Вот такая погода у нас. Снег идет. Начинаем готовить. Где-то вот такой гущины получилось у меня тесто. Если вам кажется густовато, то не бойтесь теплой воды добавлять. Потому что крупа все равно немножко разбухает. Здесь у меня готовится красный творог. Привет. Привет, Улам. Там телек не работает, мне починить? Ага, почини. Почини телек. Что-то у меня ничего не получается там. Как дела в школе? Нормально? Нормально, да? Угу. Пришел мой внучок. Старшенький. Починил. Молодец. Я, наверное, не туда нажала. Может быть. Выключи. Убавь звук, я видео снимаю. У меня телевизор испортился. Наверное, нажала куда-то не туда. Сейчас пришел внук и все наладил. Вот какие оладушки у нас получаются. Сейчас я тебя, Улам, накормлю. Мне овсяные оладьи очень нравятся. Не только мне, и моим детям. Вот они с дырочками. Тесто хорошо поднимается. Горяченький. Красный творог еще мне где-то осталось варить недолго. Еще где-то примерно часок. Вот они какие. Оладушки наши. Они пропекаются хорошо. Болит у меня шея, под лопатки. Хожу на массаж. У двоюродного брата жена Альфия. Она очень хорошо делает массаж. Как профессионал. Вчера была я там. Так мне хорошо стало после массажа. Даже спать захотелось. Сегодня немножко легче. Поеду скоро на второй массаж. Думаю, пока нет такой работы, пока сезон огорода не начался, надо ходить, надо немножко ухаживать за собой. Делать массаж.
Под лопатки и руки болят у меня из-за снега. Снег тяжелый. Мне пришлось еще добавить воды. Получилось чуть-чуть густовато. Я всегда делаю на глаз. Сегодня решилась, чтобы вам показать, все измерять. Я первый раз измеряла. Сколько кладем. Обычно у меня всегда все на глаз. Вот мои оладушки. Вот таких оладушек мы с вами приготовили. Ничего трудного. Очень вкусные получаются оладушки. Попробуйте и вы. Я надеюсь, вам понравится, а может, кому-то нет. Если вам понравились оладушки, ставьте лайк. Если не понравились, то нет. Можете не ставить. А нам нравится. Получились очень нежные, мягкие, вкусные. Они даже вот ломаются. Они пропеклись. Угощайтесь, мои дорогие. Я поставила чайник. Сейчас будем все чай пить. Кстати, чай, который я покупала, мне сказали, что одна краска. Действительно. Я только один раз попробовала пить и больше не стала. Действительно одна краска. Ни запаха, ни вкуса. Вот так влажной рукой заварку берешь и видишь, что одна краска. А сейчас я купила майский, корона называется, крупный листовой. Мне очень понравился. На этом я свой влог заканчиваю. Желаю вам здоровья и всего доброго. Пока-пока.